В минувшую субботу вся республика отметила День песни. Сотни народных певцов, самодельных ансамблей и профессиональных артистов по всей Якутии широко отметили эту дату. О том, как праздновали один из самых народных праздников в Якутске, рассказывает Афанасий Николаев. День песни в столице начался с увековечения памяти одной из самых легендарных якутских исполнительниц. В память о выдающейся певице, народной артистке Якутии Раисы Захаровой в сквере ее родного дома культуры имени Кулаковского была открыта памятная беседка. В церемонии приняли участие ее коллеги, друзья и родные. Вообще-то вот такие мероприятия очень необходимы, потому что для больших наших артистов, знаменитых наших артистов и работников культуры и искусства нашей республики как-то мало вообще-то в городе, да, их имена, чтобы нужно увековечить, типа вот такой сегодня как раз большой праздник. Я хочу выразить благодарность подруге Раисы Яковлевны, подруге детства Захаровой Раисы Яковлевны Татьяне Иннокентьевне Березиной. Это лучшая ее подруга детства, и это идея Татьяны Иннокентьевны Березиной. Она отличник образования, родом с того же горного Улуса, села Шалаон. Но все же главной площадкой праздника стала площадь Ленина. Здесь на открытой сцене выступали как трудовые коллективы, так и профессиональные артисты из театров, оперы и балета и эстрады. Мелодисты, народные артисты и простые якутяне. Сотни людей, несмотря на небольшой дождь, собрались на главной площади города. День песни, вне зависимости от жанров, уровня профессионализма исполнителей и имен авторов, объединил горожан и гостей столицы. Пропаганда народу, якутской песни, народной песни, ансамбли. Очень хорошо. Без песни нет жизни. Я был когда-то молодым, мне 81 год. Я хорошо пел, играл, даже был первым артистом Сунтайского народного театра. Все-таки песня – это состояние души человека, и вообще песня – это жизнь. Все можно ждать от песни. Песня жить помогает же. На сцену выходят национальные общины, народные мелодисты и исполнители из районов республики, профессиональные артисты и коллективы самодеятельности. Праздник объединил всех, и, как оказалось, в День песни поют даже депутаты. С праздником! В ближайшее время правительство республики готовится придать празднику, по-настоящему ставшему народным, государственный статус. Песня исторически, культурно связана с каждым человеком. Поэтому я считаю, что пора этот праздник узаконить, придать ему государственный статус. Статус государственного праздника. Если верить большой советской энциклопедии, песня – наиболее простая, но распространенная форма вокальной музыки, объединяющая поэтический текст с несложной, легко запоминающейся мелодией. Но молодой праздник доказал, что не все так просто. Афанасий Николаев, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.